Учительница русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 42 имени Тахтагула Сатылганова Курбанова Мамура Салиджановна. Русский язык, 1 класс, с киргизским языком обучения. Тема сегодняшнего урока – звук Ц, буквы Ц. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с новым звуком Ц, буквой Ц, узнаем все про новый звук и новую букву, научимся читать слоги, слова, предложения с новой буквой. А сейчас, мои хорошие, давайте познакомимся с золотым правилом на сегодняшний урок. Девиз урока: запрещается лениться, не болтать и не крутиться, лишь учиться и трудиться, в жизни это пригодится. Так что, мои хорошие, будьте сегодня внимательны на нашем уроке. А сейчас, дорогие мои ученики, мы с вами познакомимся с буквой Ц и как она пишется в тетради, как она пишется в тексте, в учебниках, и чтобы вы могли легко определять букву Ц. Обратите внимание, какая наша Ц. Вот здесь она у нас прописная, а вот на углу выше это уже печатная буква Ц. Звук Ц согласный, глухой, твердый. Внизу написана буква Ц печатная, чтобы вы умели различать, где у нас печатная буква Ц, а где у нас уже прописная буква Ц. Буква Ц, звук Ц, согласный, глухой, может быть только твердым Ц, непарный, например, цыпленок, кузнец. Теперь, дорогие ученики, давайте мы с вами поможем Незнайке. Он, оказывается, у нас знает гласные буквы. Но как эти гласные буквы употребить с буквой Ц, ему трудновато, и мы с вами теперь хором должны ему помочь. Давайте, мои хорошие, все вместе составим слоги и произнесем. Таким образом мы поможем Незнайке. Ца, цо, цу, ци, ти, це. Молодцы, ребята. Еще раз. Ца, цо, цу, ци, це, ти. Обратите, мои хорошие, что звук Ц всегда у нас какой? Правильно, всегда он у нас твердый. Обратите внимание, как пишутся с гласными буква Ц и как произносится. А теперь еще раз прочитаем все слоги с буквой Ц. Ца, цо, цу, ци, ти, це. И наоборот. Ац, оц, уц, ыц, иц, ец. Молодцы! Я думаю, что все вы хорошо справились и смогли определить букву Ц. Вот наша буква Ц на картинке. Посмотрите, кто у нас нарисован. Да, это цыпленок. Буква Ц стоит в начале слова. А это у нас кто? Правильно, это цапля. Буква Ц. А это у нас что? Цветок. Молодцы. Все разобрались, надеюсь, да? Обратите, как пишется буква Ц. А это у нас грозный царь. Сидит у себя на троне. Царь. Повторяем все вместе. Царь. А это цифры. 1, 2, 3, 4. А куда делось 5? 5 мы с вами должны заработать. Посмотрите, мои золотые, а здесь у нас цвета, то есть тюстер, да? Давайте перечислим, какие цвета у нас здесь изображены. Зеленый, желтый, синий, розовый, красный. Молодцы. Цвета на букву Ц. Буква Ц, смотрите сами, как скамейка вверх ногами. Вот какая буква Ц с коготочком на конце. Коготок – царапка, как кошачья лапка.
Давайте все вместе выполним физкульт-минутку. Сели, встали, встали, сели. И друг друга мы не задели. Мы немножко отдохнем и опять читать начнем. Выше руки, шире плечи. Раз, два, три, дыши ровнее. От зарядки станешь крепче и сильнее. Молодцы, я думаю, что все вы выполнили физкульт-минутку. А теперь, мои хорошие, выясним, научились ли вы выделять новый звук в словах. Я буду произносить слова, а вы хлопаете в ладоши. Если в слове есть звук «ц», а если его нет звука «ц», то топаем ножками. Итак, мои хорошие, поехали. Отец, щука, молодцы, крыльцо, щетка, цыпленок, курица, число, машина, цифра, цепь, циркуль. Молодцы, молодцы, мои хорошие. Вы, наверное, уже можете определять букву «Ц» и как она пишется, и где она стоит в начале или в конце, или в середине слова. А теперь, мои золотые, давайте с вами прочитаем текст из нашего учебника на странице 70. Цирк. Мы с вами хорошо знаем, наверное, да, что такое цирк. А может, кто-нибудь из вас был в цирке. Это город. Ученики идут в цирк. Они несут клоуну цветы. И вдруг дети в цирке увидели щенка. Щенок вытащил носок из ящика. Вышел клоун. У него на ноге не было носка. Клоун плакал и говорил: «У меня пропал носок, утащил его». И дети дружно закричали: «Щенок!» Вот какой у нас хитрый щенок, да? Утащил носок у клоуна. А теперь выполним словарную работу. Щенок, küçük, вытащил, сурып çıktı, утащил, sürüp gitti, пропал, жоғалды. Что сделал щенок? Вы обратили внимание, как поступил щенок и как плакал наш клоун? А вы знаете, кто такой клоун? А вы когда-нибудь были в цирке? Вот вы еще раз прочитайте этот текст, и мы с вами еще доработаем. Теперь, мои хорошие, выполним задание в тетрадке. Открывайте свои тетрадки, посмотрите, здесь у нас не хватает какой-то буквы. А вот какая буква, вы должны подумать. Получившее слово вы должны записать к себе в тетрадке. Далее, прочитать. Вы должны прочитать эти слова, записать их в тетради. Скороговорки предложения вы тоже можете записать к себе в тетради. Выучить скороговорки. Это развивает нашу речь, нашу память. Надеюсь, вы все справитесь с этим заданием. А домашнее задание у нас выразительно прочитать текст «Цирк», и вы нарисуете рисунки к этому тексту. Надеюсь, тема сегодняшнего урока вам была понятна, вы многому научились, вы были внимательными, молодцы. До свидания.